Добрый вечер. У нас, конечно же, я приехала из Башкирии, из города Уфа. Со мной мои спутницы, это тоже из Башкирии, Светлана и Рабия. Зовут меня Милюша Амравлагаянова. Я мама осужденного по делам Хизб ут-Тахрир. И у нас завтра продолжение апелляции будет в городе Москва. Мы оттуда приехали сегодня. И я хочу немножко рассказать, вот после Дмитрия, хочу немножко рассказать о наших делах, что происходит. Я очень благодарна Григорию, что он нас и в этом году пригласил, в том году и он тоже нас приглашал, не было возможности. В этом году уж раз на полпути, как говорится, в Москве мы в это время находились. Вчера мы были на марше Немцова. Впервые в жизни мусульмане прошлись по маршу. И я очень благодарна людям русским, православным, кто с нами рядом находились. И вообще по нашим делам, кто сейчас нас поддерживает, это, можно сказать, те люди, которые совершенно никак не относятся к этой религии. Это люди в Москве, правозащитники, эти люди, которые уже есть даже в правительстве, которые уже знают нашу ситуацию и пытаются нам помочь, но разводят руками. Но я верю, что будет все-таки при помощи Всевышнего, мы все верующие, хоть и Бог у нас един, да, что при помощи Всевышнего эти невинные наши дети будут все-таки освобождены и будут своими семьями, с нами, с родителями, будут счастливы. Я вижу тут некоторых знакомых лиц, которые уже были знакомы, как бы мы сталкивались. Я вижу Константина, который мы выходили у аппарата президента, он к нам подходил с благодарностью. Вот я вижу, что он пришел тоже и нас поддерживает. И вижу вот Наталья Леонидовна, которой мы встречались в Уфе, с которой нас сводил Лев Александрович Пономарев. И с Григорием мы уже общались, и с прошлого года общаемся, и с Дмитрием Дубровским мы общались уже с некоторым, потому что я вечерами уже ничем другим, я уже на пенсию ушла по выслуге лет, я учительница, я ничем другим не занимаюсь, и пытаюсь достучаться до всех, чтобы нашу проблему как-то повлиять людей, как бы, чтобы освободить моего невинно осужденного сына. Я хочу все-таки зачитать свое выступление, свой доклад. При обсуждении вопроса о реализации права на свободу и вероисповедание РФ невозможно сегодня пройти мимо проблемы привлечения к уголовной ответственности мусульман по обвинению в причастности Хизб ут-Тахрир, масштабы которого достигли невиданных величин в своей беззаконности, жестокости и абсурдности. На основании решения Верховного суда РФ от 2003 года о признании данной организации террористической, которая само по себе не является даже законодательным актом, люди, от рук которых никто никогда не пострадал, отправляются за решетку практически на всю жизнь. Сотрудники силовых структур, возбуждающие уголовные дела и военные суды, штампующие приговора, вообще не руководствуется таким понятием, как соразмерность наказания общественно опасным последствиям. Они лишь прикрываются упомянутым решением, как будто это священный текст, в истинности и справедливости которого никто никогда и не сомневается. Иначе как можно объяснить, что без какого-либо насильственного действия, а только теми или иными способами доказывая причастность к Хизб ут-Тахрир, сегодня назначаются суды наказания до 24 лет лишения свободы? Между тем, сам акт от 2003 года с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики, и по сути является только политической волей, облаченной в форму судебного решения. На дворе 21 век. Общество нарекло себя цивилизованным. Провозглашенные красивые принципы о предоставлении свобод, о верховенстве права, о независимости суда и другие подобные лозунги, а на практике это все совсем наоборот. С чем я была на всех судах защитником, наряду с адвокатом у своего сына, во всех судах находилась, присутствовала и все это своими глазами видела. И от того, что представители власти с упорным постоянством повторяют, что соблюдаются права человека и Конституция,
Реальное положение дел никак не изменится. Суды в России по таким делам проходят обычно в закрытом режиме. Само же членство в организации доказывается показаниями засекреченных свидетелей, показаниями сотрудников ФСБ и экспертизами, выполненными лицами, даже не имеющими соответствующего образования. И как раз Дмитрий про это говорил, у нас на самом деле религиоведческую экспертизу проводил человек, который был историком, Уразметов, Тимур Уразметов. И вот на основании их экспертиз вводилось вот такое вот ужасное решение. При такой доказательной базе не выясняются никакие фактические обстоятельства. Достаточно того, чтобы свидетели просто подтверждали причастность подсудимых к организации. Таким образом, виновным по особо тяжкой террористической статье может оказаться даже случайно оказавшийся на какой-либо встрече человек. Если человек заходил там чаю попить кому-то, соседу, я не знаю, его уже признают причастным в участии в этой террористической организации. Возможно такое, что даже человек мог сходить, сделать передачу человеку, который осужден по Хизбут Тахрир, как своему, может быть, просто мусульману, брату мусульманину. Мог он присутствовать где-то на судах. На судах у нас обычно другие мусульмане не присутствуют, потому что это угроза тому, что их могут взять следующими людьми уже. Поэтому присутствие на судах других мусульман у нас даже исключается, можно сказать. Родственники, родители, жены могут присутствовать, если вдруг случайно не закрытый суд. При этом само привлечение к ответственности по статьям террористического характера подразумевает доказательство действия террористической направленности. Однако ни следствием, ни предъявлением обвинений, ни судами это даже не обсуждается. На судах, начиная от свидетелей защиты до оперативных сотрудников и лиц, заключивших сделку со следствием, в один голос говорят: вопросов, связанных с террористическими актами, с какими-либо оружиями или с чем-то еще, никаких вопросов не возникает. Они просто как бы доказывают причастность организации тем, что они когда-либо вот проговаривали что-то, где-то присутствовали, и все. Они никогда в руках ни оружия не держали, никаких схем у них не находили, ничто иное. В дополнение к этому, отказавшимся от сделки со следствием совершенно произвольно меняется еще и попытка насильственного захвата власти, что по сути является дублированием обвинения. Опять же, конкретных действий кого-либо из подсудимых по данному обвинению не приводится, ссылаясь лишь на выводы некомпетентных экспертов и заключения ЦП и ФСБ. И у нас пример моего сына, у них Уфимская двадцатка называется, у них 9 месяцев ребят в СИЗО ходили, сотрудники, оперативники ходили и добивали тем, чтобы они признались в участии этой организации. Но ребята не признавались. У нас уникальный случай вот этого Уфимская двадцатка тем, что они не признались в том, что они участники этой организации. Естественно, некоторые из них действительно не были участниками этой организации, а остальных, вот кого я знаю, я могу сказать с 100% уверенностью нескольких человек, но остальных я не знаю. Они не могу уверенно сказать, что они были или нет. Но нету ни у кого никаких признаний, что они члены этой организации. Есть, конечно, в некоторых группах, это и в казанских группах есть, и в уфимских группах есть, что они признают, они говорят, что они не скрывают, что являются членами этой организации, но никогда этими людьми никакие террористические акты не производились, ни в чем они в таком совершаемом деянии никогда не обвинялись. И у сына, вот я как начала говорить, 9 месяцев они их прессовали, чтобы они признательные показания дали. Через 9 месяцев 2 больных человека, которые являются инвалидами, они уже под этим прессом, они признали, что они члены этой организации, начали давать показания на себя и на других. И один из них через год начал давать, вот 2 их выделили отдельное дело. И когда год прошел, уже их должны были по всем срокам отпустить уже из СИЗО, потому что никакое следственное действие, ничего не производилось, и их должны были отпустить. Не отпустили, им вменили статью, они все были по второй части арестованы,
и им вменили первую часть, половине самых активных защищающихся, которые на продлениях они вели себя агрессивно, ну не то что агрессивно, они защищались на самом деле, им вменили первую часть, 10 человек, а 10 человек ровно поделили, 10 человек оставили во второй части. Когда уже это не подействовало, полтора года прошло, они опять же не признаются, они им начали угрожать тем, что будут менять другие статьи, и 278-ю через полтора года им как захват власти вменили. Через 30-ю называется, это как, не знаю, наверное, юрист больше, как бы попытка, да. Они как будто бы думали из-за того, что вот там в этой, ну не скажу там, как там называется-то, нет, в партии, вот в Хизбут Тахрире, там, как бы их желание, хотение там, членства вот этого халифата, они хотели как бы свергнуть власть. Вот из-за того, что в их конституции, пусть давайте скажем, да, вот написано, они вот, значит, они вменили им 278-ю статью. После полтора года у них сейчас две статьи, 205.5 первая часть, половина вторая часть, и у всех 278-я, кроме тех, которые вот троих, которые признались о том, что они являются членами этой организации. Вообще многочисленные нарушения по подобного рода делам можно перечислять очень долго, но краеугольный камень здесь все-таки это имеющее преюдициальное значение решение Верховного суда от 14 февраля 2003 года, которое является основой приговора. Даже нам сами судьи говорят о том, что мы не доказываем о том, что они террористы. Мы вообще не доказываем. Об этом даже речи не идет. Мы доказываем их причастность к этой организации. В нашем случае в 20-ке этого даже не доказано. Но огромные сроки, которые самые большие по всей России, это у нас. Почему? Потому что они боролись, они не хотели признаваться, что они террористы, что они не хотели признаваться, что они принадлежат к этой партии. И не говорили, что они не признаются, не говорят, что они члены этой организации. И в итоге вот 24 года получили, до 24 лет получили эти ребята. В этом корпоративном кругу ФСБ, ЦП, прокуратура, военные суды сложилась порочная практика, дающая возможность осуждать людей по особо тяжким статьям экстремистского террористического характера без наличия фактического деяния, связанного с терроризмом и экстремизмом. Дальше, налицо чиновничья цеховая солидарность. Вот у нас Костанов рассказывает тоже, как же принималось вот это вот решение, принималось, что как бы между собойчик, говорит он это. Он говорит, что на самом деле, говорит, там судья был, прокурор был, ФСБшник был, секретарь был, 4-5 человек всего было. Когда вот это вот решение, они утверждали вот это решение Верховного суда, и все, никому не давали вот это решение, не показывали, и не было возможности отсудить о том, что... Не опубликовано было. Да, не опубликовано было, никто не знал, и никто вот по сроку они не могли это отсудить, что апелляцию подавать, да, и что после этого уже, когда уже было опубликовано, наши ребята пытались отсудить, но им говорили, что вы не участники этого судопроизводства, и всегда им отказывали. Это практика, вот как Дмитрий говорил, да, слова, которые произносились ребятами, всегда ставились как бы в основу тоже как бы приговоры, что понятия исламские какие-то термины, они относились как будто бы к террористической этой организации. Например, введение исламского призыва, которые говорят вот все мусульмане, распространение ислама, очищение от невежества, абсолютной веры в Аллаха, практическая реализация требований религии, необходимость призывать к добру и запрещать порицаемое, необходимость следовать мусульманину Корану и многие другие эти слова были как бы признаны, как будто это слова относятся
к этой террористической организации. И вот Дават, Дават это призыв к исламу, да, что они хотят, чтобы люди пришли к исламу, они рассказывают об исламе. Эта практика сложилась не одномоментно, постепенно, годами к этому подводилась законодательная база. Это создание и пополнение списков экстремистских террористических организаций, списков экстремистских материалов. Вследствие этого в глазах исламской молодежи теряется авторитет как судебных органов, так и государственного аппарата в целом. Возникает недопонимание, негативное отношение, что неминуемо приводит к ее радикализации. Также созданы благоприятные условия для возможности комфортной работы в сфере антиэкстремизма и антитеррора органов следствия и судов. И это, во-первых, закрытость всех судебных заседаний почти всегда, это вот дает им большие полномочия, отсутствие возможности хоть какого-либо общественного контроля за этим, потому что на самом деле вот запрещается, если люди боятся приходить на суды, потому что их следом арестуют, естественно, люди не будут ходить. Закрытые суды, СМИ никого не пускают. Дальше, рассмотрение этих дел только военными судами. Введение новых составов по преступлениям террористической направленности, толкование которых расширило настолько, что террористом может оказаться любой маломальски активный член общества. На данный момент только по обвинению в причастности Хизб ут-Тахрир по всей России с 2013 года осуждено уже около 300 человек. Это на самом деле социальная беда, потому что, как вы знаете, наверное, все-таки у мусульман детей множество. Я не скажу, что это вообще россияне, это татары, башкиры в основе, и русские есть. И в этих семьях 2, 3, 4 детей. И эти дети, эти жены, на самом деле, они остаются сиротами. И вот это вот безотцовщина, это примерные нормальные семьи, остаются без кормильца. Жены обычно в таких семьях занимаются, если это много детей, они занимаются обычно воспитанием детей. Они как бы сидят дома, а вот после того, как мужей арестовали, они уже остаются без защиты, без какого-либо средств существования. И в конце, в итоге, получается еще такое случается, что многих, вот я вчера только разговаривала с одной женщиной из Крыма, Диляра Абдулаева, может быть, вы тоже слышали, она говорит, они, говорит, мой даже магазин, на котором, говорит, держалась как моя семья, потому что 2 невестки не работают, 5 в одной семье, 4 детей, и, говорит, они остались как бы на моих руках, я, говорит, содержала, говорит, палатку, фрукты, овощи торговала, они, говорит, пришли, говорит, разрушили даже мой магазин, и закрыли этот магазин. Тем более я не могу, говорит, каким-то образом не могу закрыть вот это предприятие, то, что у него там предпринимательство. ФСБшники, говорят, пришли, они, говорят, закрыли мне все вот эти вот входы. Вот так она сказала, я не знаю. Они просто разобрали магазин. Магазин разобрали, все, говорит, и все закрылись. Это в Крыму. В июле 2018 года вынесен приговор по делу Уфимской двадцатки, в соответствии с которым по абсурдным обвинениям осужден 21 человек к срокам от 5 до 24 лет. Парень, который был на признании и который выдавал показания. И, кстати, этот парень никого из этих ребят не знал. И когда первый день было прослушивание аудиозаписи, единственное, которое могло быть доказательством того, что как бы ребята были причастны к этой организации, хотя у нас нету фоноскопической экспертизы, вообще нету, абсолютно отсутствует. Ни видеофиксации нету, ни внедренных людей, ничего нету. Их нигде ни с кем не видели. Вот это вот аудиозаписи, которые были прослушаны еще на ОРМ, у них там не было законного вот основания, чтобы они проводили эти ОРМ. И когда запросили ребята, что где это вот основание, где это справка, да, они сказали, что эти уничтожены просто, и все. Но у нас полнейший беспредел по нашему делу. Там потерялись тома. Тома потерялись просто таинственным образом. Сначала 2 тома потерялись. Это показания как будто бы одного из этих парней, из 20 парней. И эти тома были восстановлены таким образом, что из компьютера вытаскивалось просто без его подписи. Отказался подписывать. Это, говорит, не мои показания, этот парень сказал. И отказался подписывать, потому что томов нету. И эти показания он не давал, отказался подписывать, а подписал эти тома
адвокат. Сказал, это копия верна, да, это с его слов написано. Тогда этот адвокат должна была защищать этого парня. Без его ведома она не должна была ни черточки даже не ставить. Она взяла и подписала, что да, копия верна, и все. И вот 2 тома вот так восстановили, и мы все говорим, что в один голос, что это не его слова, тем более он сам это утверждает, нету этих слов, он не говорил. Но в томах как будто бы он давал показания на ребят. Адвокат по назначению, что ли? Адвокат была по договору на тот момент. По договору? Да, по договору была. И когда мы Карине Акопу не сказали об этом, она говорит, он говорит, выбрал не того адвоката. Раз, говорит, по договору был адвокат, говорит, это говорит, невозможно ничего делать. 2 тома, следующие 2 тома потерялись они во время суда у нас. Суд дал время, на летнее время дал ознакомиться с материалами дела. Тома, не знаю почему, перевозил следователь, с какой стали, и потерял 2 тома. Потерял 2 тома. Тома самые ключевые, основные. Это 1 том из них протокола обысков. Обыски потерялись просто. У нас, например, был несовершеннолетний понятой, он был выгодно было потерять этот том, например, да, у остальных тоже было очень много нарушений. Выгодно было потерять эти 2 тома. 2 том, самый тоже ключевой, это показания свидетеля. После чего, как свидетели приходили, они восстановлены были какими-то фотокопиями неизвестными, и тоже как бы копия верна поставлена по печати подписи. И когда свидетели начали приходить, им сказали, что... свидетели сказали, это не наши подписи, не наши показания, опять-таки. И после этого 3-4 свидетелей позвали, которые как бы настоящими свидетелями, их перестали вызывать. Начали свидетели вызывать только оперативников и единственный скрытый свидетель был. Свидетель скрытый, если партия скрывается, конспирируется, вообще не должны были они друг друга знать, а этот скрытый свидетель всех 21 человек знал. Мы уже пришли к выводу, что это он, наверное, самый главный главарь из Бутафри, раз всех знает. В общем, свидетельские показания потерялись, парни вот такие тома приделали, протоколов обысков у нас вообще нету абсолютно, кроме постановления на обыск, и все. Вот такого рода дела, вот они у нас дают приговора вот до 24 лет. И в рамках этого уголовного дела мой сын Нурлгаянов Ренат получил 24 года. Когда тогда? Это мои внуки. Это внуки, да? Да, внуки. Это мы сделали, вот привезли в Москву вчера на марш. Ребенку старшему было 2 годика. Сейчас младшая дочка родилась после его ареста. Через 2 месяца она была беременная. И ей уже 5 лет будет. Ребята наши уже 5 лет в СИЗО, в условиях СИЗО, и они завтра, 6 февраля, было первое заседание, апелляционное заседание в Москве через видеоконференц-связь, и второе заседание, вот завтра будет 2 марта. Вступили нам в нашу защиту Москаленко. Вообще Рената, моего сына, она вела уже 2 года по Европейскому суду, она уже писала ему жалобы. И 5 адвокатов на 19-20 человек мы назначили, как бы нашли, мемориал нам помогает. И они очень много нарушений нашли, очень много. Не знаю, возможно ли это сломать приговор, я не знаю, это все с надеждой смотрят, что 20-кой именно с такими нарушениями возможно что-то сделать, какой-то как бы переломный момент, возможно. Все родители ждут. Мы уже объединились по всей России, родители по таким делам. У нас, вы можете посмотреть, родительская солидарность у нас есть в Фейсбуке. Мы говорим об этом, мы пишем об этом, каждый процесс все стараемся освещать. Мы объединились, общаемся с крымскими, крымские, правда, к нам больно не стараются, они там другие обстоятельства у них. Поэтому, но тем не менее, ребята из Крыма, 86 человек, тоже в числе этих 314, по-моему, 314 ребят, которые осуждены по этим делам. Вот, однако, вот мы пробиваемся
я уже в Москве каждый месяц по 3 раза, то с правозащитниками, то какие-то встречи, то какие-то акции, то стараемся выходить на пикеты. Вот на марш Немцова приехали, да, и мама наши старается уже объединяться и с Казанью, и с Челябинском, и с Крымом, там держим связь. Объединились уже в матери против политических репрессий, вообще с сети, с Новым Величием, с мамами. Мы общаемся вместе, встречаемся как родные. Одна у нас беда. Но мы знаем, что на самом деле наши дети не террористы. Наши дети никакие не преступники. Они абсолютно мирные, абсолютно люди, я бы сказала, верующие люди, которые от души веруют во Всевышнего и мечтают жить в своей семье, воспитывать своих детей. И пытаются выйти из этого круга. 5 лет уже страдают. Вот мой сын тоже, вот здесь вот фотографии я отправляла. Они на апелляции стали в белых футболках, на которых написано «Ислам против терроризма». Я не террорист. И там тоже вот ребята написали бумаги, что люди, очнитесь, мы не террористы. Очень много таких, но были, конечно, из Корана там люди, очнитесь, мы не террористы, смотрите, вот такие вот футболки они одели. Но не знаю, что получится, но мы все время верим в лучшее, верим, что люди на самом деле очнутся, проснутся и изменится что-то и в нашем обществе, и в нашей жизни. Спасибо за внимание. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вот в каких сейчас городах, республиках, субъектах Российской Федерации, областей, вот эти ребята осуждаются, осуждены уже. Ну, то есть вот это дело, эта организация. Осужденные ребята обычно не оставляются в своих регионах. Они за тысячи километров. Регионов, где они были обнаружены? Где суды были? Где суды были? Обычно Уфа, Казань, да. Челябинск. Вот ребята челябинские, у нас вот эти ребята челябинские. Да. В Москве тоже есть, в Москве есть, они, в Питере есть тоже. Тоже есть? Есть тоже. Вот у нас. В Москве есть. В Москве они обычно, конечно, они не наши, можно сказать, не россияне, 2-3 человека только, но это узбеки, таджики. Астрахань, вот девушка, Тольятти есть, вот только Тюмень вот с пытками сейчас арестовали, пытки были, да, это говорили, мы шумели. В Сургуте, там просто... В Сургуте это свидетели, по-моему. Свидетели и заодно и да. По-моему, в Шизбутакре мы не обнаружили этого еще.